хлеб свидетелем Господь меня поставил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от партии отряхнул, правдивые сказания перепишет. Да ведаю потомки православных земли родной минувшую судьбу. На старости я сызнова живу. Минувшее проходит предо мною, волнуяся, как море океан. Давно оно неслось, событий полна. Теперь она спокойна и безмолвна. Однако близок день, лампада догорает. Еще одно последнее сказание.
наша остановилась, и падая в туман, я пробуждался. Молодая кровь играет, смиряй себя молитвой и постом, и сны твои видения легки будут полны. А ныне, если я невольною дремотой обессилен, не сотворю молитвы долгой к ночи, мой старый сон не тих и не безгрешен, мне чудятся обуйные пиры. Оставьте молитвы, безумные потехи юных лет. Как весело провел свою ты младость, ты воевал под башнями Казани, ты разве ты лишусь дрожа, и видел тварь и роскошь Иоанна, а я от отроческих лет по кельям скитаюсь бедный инок. Зачем мне не тешится моя невинность, Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул. Верь ты мне, нас издали пленяет роскошь и женская лукавая любовь. Давно, честной отец, хотелось мне тебя спросить, каких был лет царевич убиенный? Он был бы твой ровесник и царствовал. Но Бог судил иное, описа преступлением вопиющим, заключу я летопись свою. Брат Григорий, ты грамотой свой разум просветил, тебе мой труд передаю. Описывай немудрствуя лукаво все, чему свидетель жизни будешь. Войну или мир, управу государей, пророчества и знамения небесные. А мне пора уж отдохнуть. Звонят
Парис, Парис!